Здравствуйте! Вы смотрите Авторивьеру. В нашей рубрике «Гость за рулем» Дмитрий Чкотова. Как мы и договорились, маршрут от гостя. Какой вы нам подготовили маршрут? Мы выезжаем с города Сухум по республиканской трассе в село Абгархук. Я вам покажу старинную крепость. Поехали! Дмитрий, вы заместитель генерального директора Абхазсвязи. И у нас с вами, у государственного телеканала, есть определенные взаимоотношения. Вы транслируете сигнал вещания нашего канала. И иногда бывают где-то какие-то отключения. Вот с чем это связано, всегда хотят зрители. Вот вчера буквально даже звонили в Чемчирском районе с села Атап. Там пропало вещание. С чем это связано? Мы вчера как раз в вашем телевидении дали информацию о том, что у нас была проблема в том, что оборудование устаревшее, аналоговое. Мы берем у цифры резерв. Вчера еще так же, как были метеорологические условия, и поэтому у нас вещание приостановилось. Но мы его сейчас уже восстанавливаем, делаем. И... вот в таких погодных условиях там, по-моему, снега много, да? Да, просто там, у этой вышки. Там замело, не могли ребята подняться туда, техники. И поэтому немножко мы... Так у нас ретрансляция нормально идет, всегда вовремя. От ваших руководителей по телевидению не раз я уже слышал, что это аналоговое оборудование скоро будет меняться, будет какой-то проект. Да. И ближайший год-два, не знаю, все-таки будет цифровое вещание по всей республике Абхазия. Да, сейчас уже проект, он уже согласован. И сейчас он на стадии разработки. Это переход с аналогового на цифровой. Будут также дополнительные ретрансляторы ставятся для того, чтобы именно покрывать те места, которые недоступны для главных вышек. Этот проект, насколько я слышал, это Российская Федерация нам, в общем-то, будет все делать, устанавливать на их средства. За их средства, за их средства будет. Мы будем подводить каждой телевышке оптическое волокно для того, чтобы лучше был сигнал. Сказали, что будет покрытие 97%. Такого никогда не было, по-моему, в Абхазии, покрытие телевизионным сигналом. Да, благодаря этих вспомогательных вышек, там у нас будут как раз стоять ретрансляторы, которые будут намного больше покрывать. Да. Спасибо им, если они это сделают. Абхазское телевидение будет им очень благодарным. Мы немножко отошли от основной темы, но поскольку вы работник госсвязи, я не мог не задать вам этот вопрос. Поговорим немного о безопасности дорожного движения. Мы выехали фактически из города Сухум по основной дороге, которая проходит через весь город. Она в то же время является частью республиканской трассы. Была довольно-таки загружена, да, вот сейчас? Да, очень. В принципе, по-моему, этот отрезок загружен постоянно, начиная от турбазы, от этой эстакады. Редко, когда она по ней свободно можно проехать. Да, особенно в обед и вечером, когда люди возвращаются с работы. Новый район у нас очень такой
час пик. Установили хоть там вот эту стрелку направо. Да, на очень, и на старом поселке установили очень. Я думаю, что ее можно было оставить включенную направо всегда. Но есть одно но. У нас водители не привыкли к стрелкам. Вот такие курьезы у нас бывают со стрелкой. В данном случае водитель проехал стоп-линию и видит только светофор через дорогу, на котором не продублирована дополнительная секция светофора со стрелкой. В некоторых местах стоит лишь один светофор с правой стороны, и когда его перекрывает крупногабаритный транспорт, этого светофора не видно. И водитель, не знающий местности, может просто не заметить, что здесь установлен светофор. Немало участков дорог, которые не укомплектованы светофорами должным образом. Водители не привыкли к стрелкам. Стрелка, там еще горит красный сигнал светофора, что означает, вы едете направо, уступив дорогу тем, кто едет перед вами перпендикулярно. То есть это, сейчас где-то будут смеяться, это аксиома, которую знает любой водитель. То есть стрелка горит, это не значит, что вы единолично тут вот этой дорогой заведуете. Вы, поворачивая, должны уступать тем, кто едет в этом направлении по другой дороге, которая перпендикулярна перед вами. И вот, например, перед учреждением СОИ, да, вот там стрелка всегда горит вправо, а когда загорается светофор, который сверху вот спускаются автомобили, вы им должны уступить. Да, да. Вот. Но не все это знают. Это больше знают те, которые уже едут оттуда, что им, скорее всего, не уступят. Ну, то есть они осторожно себя ведут, и благодаря этому там избегают аварии. Там еще и выезд, немного машин выезжает. Вот если... Там движение по полосам прямо и направо. Да, но это знак, там нет поворота налево. Ни с той стороны нет поворота налево. Да. Видно, есть эти, дважды там повторяются, движение по полосам только прямо и только направо. Да. Но это тоже знак строго по полосам. Но там всегда встают и поворачивают, и тем самым создают пробку. Вот. А с той стороны вообще висит знак «Поворот запрещен». Да, да, красивое место. О, фура идет. Ну, здесь лес почистили, приятно. Да. Он так нависал, опасно было. Да. Падали иногда сучки всякие. Зачистили. И везде, где они почистили, очень видимость открылась. Видимость на поворотах, что немаловажно для безопасности. У вас с какого года водительское удостоверение? У меня с 2008 года. Опыт — это важно. Стаж 15 лет — это отлично, это немалый стаж. Кстати, хочу сказать, вот новые водители, которые не так давно там получили удостоверение водительское, ну вот год проездили, 2 года проездили, и у них такая возникает уверенность в себе, и иногда потом происходит переоценка своих возможностей.
то есть уже определенный опыт, ему бывает кажется, что он уже, ну, в общем-то, ас, автогонщик, вот, и ДТП часто неизбежно в таких случаях. Но у нас сегодня случается с молодежью. Да, год-два это все-таки мало. Для того, чтобы водитель уже просто автоматически принимал быстро решение, я думаю, больше времени требуется. Но это от способности зависит. Бывает водителей 20 лет стажа, но он очень слабенько ездит. Вот. Независимо от того, это женщина или мужчина. Независимо. Да, вот у меня тоже так же случилось. Я год так за рулем был. Тоже мой слишком был уверен. И хорошо, что это было в черте города, небольшая скорость. И я столкнулся с автомобилем. Так что водители, особенно с небольшим стажем, старайтесь правильно оценивать свои возможности, возможности вашей машины. Вот в свете событий, которые происходят касаемо безопасности дорожного движения, я 10 лет веду эту передачу и отсматриваю статистику ежегодно. Несмотря на увеличение парка автомобилей, значительного кратного увеличения за 5-7 лет, допустим, количество ДТП все-таки идет, оно сокращается. Хотя есть куда стремиться, то есть есть много чего, где что надо исправить. Например, в декабре месяце, в январе месяце было очень много ДТП со смертельным исходом. Дмитрий, я хотел бы узнать твое мнение о внесенных изменениях в Кодекс об административных наказаниях и штрафах. В частности, это статья 119 «Управление автотранспортом в нетрезвом состоянии». Теперь штраф 30 тысяч рублей и изъятие водительского удостоверения на 6 месяцев. Это за первый случай, а далее еще жестче. Да, у нас не такие большие заработные платы, поэтому я думаю, что ощутимы будут, очень ощутимы. Никто не хочет прощаться своими деньгами таким образом. Да, я думаю, что все-таки это будет какое-то наказание, которое будет бить по карману. И, соответственно, только единственное, этот закон должен работать на всех. Я тоже так считаю. Тут важнее неотвратимость наказания. Работал, чтобы закон для всех. Но по этой статье за езду в нетрезвом состоянии, как бы они работают более принципиально, я бы сказал. Не только по этой статье, за любые нарушения, независимо от самого нарушения, еще есть нарушение усиливается, когда это, допустим, создает аварийную ситуацию. Вот профилактика, она тоже нужна. Не обязательно сразу штрафовать и наказывать. Ну, в общем, я о неотвратимости наказания, я за то, чтобы не одни и те же платили штрафы, а чтобы на всех все свои общества. Закон написан для всех. Закон должен быть для всех. Вот в этом у нас проблема, а не в размере штрафа, я считаю. Размер штрафа. И потом, соответственно, также я считаю, что и пристегиваться должны все. У нас не носят ремни люди. И я думаю, что те люди, которые погибли у нас на дорогах, ну, по крайней мере, их было бы в 2 раза меньше, если бы носили ремни. Даже при скорости 60 километров удар очень сильный. Особенно со встречным автомобилем, если столкнулся. При этом мы еще же понимаем, что и подушка безопасности наносит тоже травму. Ну да, без ремня там больше травм от подушки тоже будет. От подушки, да. Поэтому и этот ремни, я считаю, что должны одевать все. Ну, если что-то требует, люди будут одевать. Конечно. И также, если это будут структуры МВД, и ну, все должны пристегиваться. Все, да, начиная с них, и, соответственно, тогда это как будет показатель. Надо требовать. У нас у всех сейчас есть регистраторы. Мы тоже должны снимать и госавтоинспекцию,
также, когда вот они нарушают движение, можно сегодня выкладывать. Конечно. Ну, у нас еще что бывает? Выборочно останавливают. И, соответственно, потом появляются споры. Если сотрудники госавтоинспекции будут требовать, допустим, ну вот штрафовать за то, что вы не остановились у стоп-полосы на светофоре, мы научимся это делать. Нарушаем, если вот так приглядеться, мы все нарушители. Но если будут требовать со всех по каждому пункту, вот возьмем парковку. У нас центр теперь перезаполнен, и увеличить количество парковочных мест, ну, невозможно практически. По-моему, сейчас разрешено стоять везде, где только можно. Но как мы паркуемся? То есть, если там стоят машины елочкой, вот так вот под углом, надо ставить елочкой. Один ставит поперек, потом те, кто стали елочкой, запирают его, он выехать не может. Либо один занимает два места. Да. То есть корректная парковка. То есть припаркуйся так, чтобы у тебя двери открывались, и думай о том, что другой еще кто-то может встать. И этот другой можешь быть ты. Сегодня ты встал вот так вот поперек, 3 места занял, а завтра подъезжаешь и видишь, что точно так же кто-то растопырился, там встал. Мы должны все думать об этом и ставить автомобили компактно, не мешать движению, да, потоку автомобилей. Ну, я думаю, что надо еще и знаки повесить, как правильно. Ну, знаков достаточно. Парковаться. Ну да, парковки. Способ и метод парковки. Способ, метод парковки, потому что это тоже оспоримые есть, где вещи. у нас есть знак и разрисовано. Но если нет дорожной разметки, ну, надо парковать автомобиль так, как уже все припарковали, вот, таким же способом. При парковке автомобиля заботиться и о других водителях. А вот когда происходит остановка в неположенном месте, где нет обочины, человек даже пусть на 10 секунд остановился, все водители думают, что, ну, подумаешь, я встал сейчас этот. Но там по цепочке набирается уже каждый автомобиль по 10 секунд, там набираются уже минуты, и происходят заторы, пробки. Это у нас, да, начиная с маршрутных такси, автобусов, которые не в положенном месте останавливаются, они, во-первых, создают аварийную ситуацию и, соответственно, и заторы происходят. Вот вторую школу возьмем, что далеко идти. Там схема светофоров, ну, я о ней много говорил. Наши водители не ожидают этой стрелки. Они поворачивают, хотя они обязаны дождаться, когда она загорится. На основной ячейке светофора тоже должна быть нанесена стрелка, которая указывает направление движения по этой основной ячейке. Но этого нет, то есть тут не соблюдены ГОСТы, как это положено. Тогда возникает вопрос, зачем она нужна. Она загорается всего на 5 секунд там. Может проехать максимум 2 автомобиля. Там у нас еще есть, когда пешеход еще идет. Но у нас, к сожалению, у нас все светофоры отрегулированы так, что при повороте надо уступать пешеходу. Пешеходу также горит зеленый, как и вам. Да, теперь там не хватает времени. Сегодня вот во многих странах уже эта практика ушла. То есть всем автомобилям стоп, да, и всем пешеходам все двигаются. И получается, за одно включение светофора они совершают движение во всех направлениях. Тогда экономится время и для автомобилей. Да. Вот это самое верное, потому что когда вы сегодня поворачиваете, пешеход вот под риском, то есть, да, уступите ли вы пешеходу или нет, он не уверен. Да. Вот. К сожалению, вот, чтобы отойти от этого, светофоры надо отрегулировать таким образом, чтобы все автомобили останавливались на перекрестке, и все пешеходы имели возможность перейти в любом направлении. Это экономит время для движения и совершенно безопасно.
Вот. И еще раз хочу сказать по поводу, при повороте надо уступать на наших светофорах, к сожалению, не так отстроены, но и где нет светофоров, по правилам, вы должны уступать пешеходу. Поворачивая на любом повороте, вы должны уступать пешеходу. Проезжаем Новый Афон. Сегодня у нас зебры. Тоже одна из больших проблем. Все удивляются, почему у нас не останавливаются на зебре. С пешеходными переходами вот какая у нас ситуация. Последние годы, когда у нас стал большой наплыв отдыхающих, они все-таки привыкли, в России сегодня уступают на всех пешеходных переходах. И они уверенно идут. И наши водители поняли, что надо будет уступать, а то они кого-то задавят. Ну, случаи были. То есть мы потихонечку научились уступать, но не все. Еще это не отработано у многих водителей, я замечаю. Почему это происходит? Во-первых, скорость движения в населенном пункте не должна быть выше где-то 50 км в час. А там, где вот насыщено переходами, много людей, у нас еще и животные в городе ходят, и собаки, и даже лошади. Вот, к сожалению, этот вопрос у нас не отрегулирован. Здесь скорость движения должна быть около 40, а то и иной раз и 30, наверное. То есть надо придерживаться такой скорости, при которой вы можете отреагировать на все случаи вот у вас на дороге. Нужно держать дистанцию. Да, это то, что необходимо в первую очередь, когда держит дистанцию. Соответственно, мы сегодня даже, знаете, бывают такие споры, когда случается, да, ты пропускаешь пешеход, и сзади, соответственно, резко останавливается и начинает говорить: а почему ты не включил аварийки? Да мы не должны включать аварийки. Мы же, когда выезжаем в Российскую Федерацию, мы именно так и ездим. Мы знаем, что почему? Вот почему это, мы здесь не ездим, а я вам скажу, что больше всего, вот здесь, которые останавливаются на пешеходных переходах, это те водители, которые выезжают на ту сторону. Это тоже есть. Да. Другой фактор, который, как одно время было, когда мы... Неотвратимость наказания. Да. По поводу пешеходных переходов еще раз вот скажу, что чтобы корректно вы смогли уступить пешеходу, у вас скорость движения в населенном пункте должна быть невысокой. Соответственно, да, приближаясь к пешеходному переходу, надо сбрасывать скорость. Надо, если кто-то остановился на какой-то полосе движения, то, скорее всего, он уступает пешеходу. То есть, приближаясь к автомобилю, который остановился, вы должны понимать, что, скорее всего, он уступает пешеходу. Конечно. Да, и надо сбросить скорость, остановиться. Просто так никто не останавливается на полосе движения. Он станет на обочине, там, да, вот мы к этому тоже не привыкшие. Да, потому что сигнал аварийной остановки, он так о себе и говорит, что тогда мы только включаем... Ну, это аварийная остановка, обычно что-то произошло, сломался. Для этого мы включаем аварийную. Но здесь мы включаем уже аварийку, чтобы уже наверняка увидели. Да, конечно, чтобы уже... Это мы просто подстраховываемся, чтобы не столкнуться и не ударили. Шарик знает, что зебра или зеленый сигнал светофора не гарантируют ему жизнь.
И смотреть по сторонам он обязан всегда. Поэтому мы так Вот сегодня- пост Приморское проезжаем. Ну, я вам скажу, Работают люди. сотрудники стали даже ночью раньше. Если мы, вот я бывает много раз ночью возвращаюсь с работы, я вижу, видел, что по одному сотруднику. Сегодня и по 3 находятся, и по 2. Ну, когда у них рейды, они и по 30 человек И стоят. нет, даже, знаете, я вам скажу, что даже без рейдов сейчас они по 2, по 3 То есть человека. стали, как обычно, Да, в как обычном обычном режиме работы. да. Но это правильно. Хотя тоже министр выступал, что да, вот не хватает кадров, люди ну вот я сейчас стал это замечать и много раз видел, когда один, да. Так это нормально, когда Конечно. 1-2 Ну, стоит. да. То есть они тогда хватит больше отрезков, правильно же? Конечно. Но когда большой поток, вот по 2 ряда, вот, допустим, на вокзале они стоят, там их много человек, они действительно тогда почти каждого останавливают, проверяют документы. Ну, с ними стоят там и другие сотрудники там угрозыска и прочее, там каждый по своему профилю. Вот это когда их много вот стоит, значит, они отрабатывают вот эти вещи. А так, конечно же, чтобы охватить больше опасных участков, лучше, когда их там по 2 стоит в разных местах. Ну, вот я что хотел сказать насчет, вот, например, скрытого патрулирования. Конечно, оно тоже какой-то эффект дает, но оно и создает много споров. А вот если бы ездили бы и патрулировали, не надо было бы там гоняться за кем-то или что-то, а просто передавать на ближайший пост. Ну, они передают видео. Они передают скрытыми машинами. А если ездила бы патрульная машина, она бы, соответственно, могла бы появиться с ниоткуда, с своим регистратором, который проверен, как положено, и который сегодня любому, кто бы водитель не был бы, тяжело было бы оспорить. Есть еще такое, что это не раз видели, что в том месте, где положено ехать 80 при сплошной полосе, они специально снижают скорость и, соответственно, подталкивают, чтобы их обогнали. Ну, возможно, это многие говорят, я сейчас не берусь это, как бы сказать, что это так было или не было, но многие говорят, вот у меня есть сотрудники на работе, говорят, это, к сожалению, конечно, плохо. В рамках одной передачи мы подробно не можем обсудить даже те немногочисленные вопросы, которых мы коснулись. Но в каждой передаче мы так или иначе обсуждаем вопросы безопасности дорожного движения. На дорогу село Абгархук, проехав 3 километра, мы съедем. Там на возвышенности, да, это вот я видел его издалека, но близко я его не видел. Такая прямо огроменная, по-моему, крепость это. Сейчас мы все это вам покажем. Погода замечательная, съемки будут хорошие. Сергей Каджая, наш оператор, постарается вам представить это все в лучшем свете. То ли дело вот сельская дорога, она еще и вот асфальтированная, хорошая. Да. Но если там возвышенность, наверное, больше будет снега. Наверное, немножко больше. А вот еще один указатель. Да. Здорово, что Вот мы съезжаем. вот у лошадки Сельская дорога. на водопое. Накатанная. Лошадки на водопое. Даже сидит бедненькая одна. Тут камушки, конечно, большие. Слышит, наверное, зритель. Слышно. Потряхивает машину. Очень много экскурсий сюда ездит. Вообще, я думаю, что все святые места, которые есть, надо дороги асфальтировать, чтобы беспрепятственно могли Нет, Дима, путь к храму должен быть нелегким, нелегким. чтобы ощутил. Мы же привыкли, мы везде. Ну вот сейчас ищем. Каман, кстати, вот 12 километров мы ездили
1,5 часа. Вот такая была дорога. А сегодня, ну, там минут 20, по-моему. Минут 20. Да, в горах снег, красиво все смотрится. Зато на крещенские морозы многие могли поехать. Тем более еще и погода позволила. Ну, за дорогой нужен уход, асфальт асфальтом, но при заморозках надо посыпать песочек, снегопад надо убирать снег. Вот норильцы уже более-менее к этому приспособились, у них уже техника там соответствующая есть. Мы были на Эльбрусе, и там очень Там быстро работает. быстро работают, там выделены средства видно, и есть снегоуборочные Ну, там машины. курорт. Они курорт, да. Зимой у них курорт, поэтому я ездил много в командировки на Эльбрус и при Эльбрусе. У них машины, они снег выбрасывают там метров за 6, она струю бросает. Забыл, как они называются, но, по-моему, наши приобрели такую Да, машину. Вот, по-моему, вот сейчас, когда был снег, они, по-моему, ей как раз и чистили. Да, на Рице там есть и обычные с ковшами, и вот одна машина с ротором, или как-то это называется. А так у них там все скапливалось на обочине и сужалась дорога. Теперь они этот снег дальше выбрасывают. Вот проезжаем дома. Люди здесь живут хорошо. Чистенько, аккуратненько. Вот имеет свой транспорт. Трактор. Вот 3 километра. Ну, эти 3 километра 3 километра по асфальту. по асфальту. Да. Ну, от этого поворота по грунтовой вот, гравийной дороге. Вот мы видим еще один небольшой указатель. Вот здесь есть указатель. Да. Вон крепость. Да, крепость? Да, не видишь, вон она. Наверху, какая красивая. Почти доезжаем до сотовой базы. Мы уже видим эту крепость. Большая крепость. С нее, наверное, скорее всего и просматривается на подписку. Вот еще один указатель, который показывает. Указатель направо нам показывает. Здесь развилка, едем вправо. Ну, как бы по основной дороге. Нет, дорога хорошая, накатанная. Вот Орден. Самый надежный транспорт. Дима, ты сотрудник госсвязи. Вот я наблюдаю вот новые столбы с электрическими проводами, а по-моему пониже там оптоволокно, да, это вот? Да, это именно так. То есть во всех селах практически у нас уже проведено оптоволокно. Во всех сотовые операторы для того, чтобы запитать хорошие связи, они прокладывают к себе и, соответственно, Потом распределяют. распределяют и по абонентам тоже. Он есть теперь сегодня во всех селах. У нас сегодня уже есть телевидение, то, которое IP-телевидение смотрят в IP-телефония. селах. Да, и сейчас мы вводим, внедряем, точнее оно уже есть в практике у нас IP-телефония. Это тоже есть телевидение сегодня, операторы уже предоставляют. Это очень удобно и оно в цифровом качестве. Ну да, сегодня, в принципе, почти каждый уже пользуется IP-телевидением, приставками этими или смартом. Мы сейчас даже предлагаем уже помимо интернет телевидения, мы еще предлагаем IP-телефонию. Здесь она у нас уже вот открывается, эта крепость. Мы уже едем по снежку практически. Здесь что-то повыше немножко и снега побольше. Вот у нас указатель крепость. Еще один, очень много указателей, слава богу. Но здесь полновластно зима властвует.
Ну, мы прибыли к пункту назначения. Спасибо, Дима. Будем снимать, восхищаться. Крепость. Проходи. 5-6 века. Будешь показывать. Ну, в разных источниках написано по-разному. Где-то написано Ну, вот 5-6 век, где-то 6-8. Вот у них здесь тоже вот написано. Здесь вот это уже современное, наверное, такое импровизированное, как кафе в этом стиле. Абахватса крепость. Очень интересно. Стоим у ее подножия. Ну, какой мощный фундамент. У нее это вот естественные каменные плиты. А вот под снегом у нас самшит. Много где он пострадал, и ну, кое-где восстановление идет, по-моему. Да. Лечат, восстанавливает. Ну вот здесь самшит сохранился, он даже цветет. Они же очень долго растут. Как интересно. Да? Вот он полосой идет. Да. И долго растут, и они не маленькие. Твой маршрут, мне кажется, очень интересный. Есть что посмотреть. Я думаю, много зрителей здесь никогда не бывали. Да, я думаю, что после этой передачи больше появятся Появятся, да. желающие приехать. Потому что на самом деле очень много мест, которых еще Открывать приходится. Ущелье такое какое-то. красивое ущелье, да, надо пройти. Слева сама стена крепости, Везде все. справа видно тоже цветы, остаток. лианы, мох. Красота. Видно, что крепость была неприступной. Да. Вот поверни, пожалуйста. Вот. Поднялись. Да, крепость, ограда. Отсюда неописуемый вид. Очень красиво. Вот мы сейчас зайдем в эту крепость. Башня сама вот вроде небольшая, но по описаниям здесь было 3 этажа, но трудно сейчас это вот понять. Сейчас. А вот и окошко смотровое. Ну, по всей видимости, здесь было несколько этажей, потому что там видно место, где были балочки, наверное, какие-то перекрытия были. Было еще выше. Вот мы посетили крепость
VI века, которая тоже сыграла немаловажную роль для обороны. Вообще, это цепь целая этих крепостей. Да, это вот и Сухумская крепость, и Анакопийская, и вот Норицы там где-то я видел крепость. То есть их много, Цандрипш, это. Вот, по-моему, они сообщаются. То есть отсюда видно Анакопийскую. Я даже читал, И то есть что какими-то сигналами, да, они огнем, кострами да, можно сделать сообщение. Я читал, что они кострами именно сигнализировали, если какое-то нападение. Ну, кому как не госсвязи знать об этом. Вот посмотрели мы крепость 5-6 века. Ну, башня уже Башня. не сохранилась в таком виде уже явно. Да. Но есть две бойницы или сколько? Там Да. одна бойница Да, была. одна больница была, да, больница. Вот. И все-таки... Ну, основание очень крепкое. Да. Мощные, Ну, да, мощные да. плиты каменные под основанием этой крепости. Но Есть обзор оттуда, ну, Очень, красивый. очень вид. красиво. Да. Поедем? Увидели поляну в снегу, не удержался наш водитель. Дима решил крутануться. Дима, спасибо тебе за этот маршрут. Замечательная крепость, древняя, красивая. Вид с нее вообще неописуемой красоты. Спасибо. Спасибо вам тоже. Я тоже очень рад был еще раз посетить эту крепость. И еще с вами. Мне тоже очень понравился этот маршрут. Мы еще поговорили на тему безопасности дорожного движения. На этом наш выпуск завершен. Всем счастливого пути. Yeah.